ханы Золотой Орды. Глава 1. Волчье семя среди нукеров. Налет меркитов заставил Темучина взяться за оружие и выступить против врагов. Правда, кроме врагов были у него еще и друзья. Всех их он называл нукер, потому что это слово означает «друг». Лишь после эпохи великих монгольских завоеваний оно утвердилось в значении телохранителя кочевой знати. Самыми верными из нукеров Темучина были Джелме и Боорчу. С ними он познакомился в юности. Джелме по прозвищу Ухэ, означает разбойник, родился в семье потомственного воина племени Уранхай. Его отцом был Нойон Хабыл, соратник Эсугей-Богатура. Джелме стал первым, кого Темучин удостоил самого высокого титула в своей армии – свирепый пес. Кстати, такой почет в Монгольской империи был оказан только 4 военачальникам. Кроме Джелме, этот титул носил его младший брат Субедей-Богатур. Третьим был Джирго-Адай по прозвищу Джебе, а 4-м – Угедей, третий сын Темучина. Что касается Боорчу, то он происходил из семьи степного аристократа Нахубаяна племени Арулат. Отец воспитал в сыне любовь к наукам и ремеслам. Позже Боорчу занимался всеми хозяйственными делами Монгольской империи и был главным советником великого хана. Джелме и Боорчу стали верными соратниками Темучина. Именно они начали прокладывать ему путь к вершинам мира сего, привлекая на этом пути все больше и больше сторонников. Темучин оправдал их надежды. Он был незаурядным человеком и обладал качествами, которые привлекали людей. Они объединялись вокруг него, и вскоре Темучин возглавил союз монгольских родов и племен. Формой правления в этом обществе была так называемая военная демократия, когда хан утверждался во власти решением военного совета под названием Курултай. Такими же качествами природа наделила сына наложницы, пережившего рабство, что он мог заслужить уважение народа и возглавить бывалых воинов. Мало сказать, что Темучин был великим стратегом и тактиком, превратившим войну в искусство побеждать. Причем малыми силами он мог победить превосходящего по численности врага. Темучин стал живым воплощением боевого духа монголов. За короткое время он сумел подчинить своей власти 12 кочевых племен и не остановился на достигнутом. В 1206 году произошло важное событие в мировой истории. Как только сошел снег и наступила весна года Барса по восточному календарю, у истоков реки Онон состоялся великий Курултай, на котором писарь огласил список 88 имен кочевой знати. Всех этих людей удостоили чести стать опорой первого правителя Монгольской империи. На ее престол вождь Монгольского союза племен хан Темучин взошел под новым титулом Чингисхан. Значение и происхождение этого титула точно не установлено. Однако известно, что монгольское слово «чино» означает «волк». Кстати, само имя, которое носил первый правитель Монгольской империи, означает «волчье семя», буквально «тукум-чино». Хотя перевести его также можно как «тысячи волков», то есть «тьма-чино». Добавим также, что предком Темучина был Бурте-чино. Согласно религиозно-философским представлениям почитателей бога Тенгри, дух предка, Аруах, пробудился в его потомке. В этой связи возникает вопрос: кем был при жизни Бурте-чино и чем он прославился? Исследователям удалось установить, что Бурте-чино жил во времена распада тюркского каганата. На развалинах этой могущественной державы появились такие ханства, как Кимакское, Уйгурское, Карлукское, Тюргешское, Караханицкое и другие более мелкие государственные образования. Известно также, что в этот период истории тюркские племена рассеялись по Великой степи.
а часть из них слилась с монгольскими племенами. Этот процесс нашел свое отражение в имени Бурте-Чино, так как тюркское слово «бури» и монгольское «чино» означает одно и то же – «волк». Кроме того, Бурте-Чино считается основателем рода Буржигин, Бури-Тигин, у монголов. Причем слово «бури» – это тотемное имя волка у всех кочевых племен и народов Великой Степи. В нем издавна было заложено понятие «воин». В средневековые времена об этом знали не только в мире номадов, но и все жители Айкумены от Китая до Египта. В этих странах кочевников нанимали оберегать караваны, защищать города и целые государства. Они служили телохранителями у мелких правителей и грозных владык. На чужбине степные войны объединялись в общины и кланы, названия которых часто встречаются на пожелтевших страницах фолиантов: фули, гулямы, хуламы, хапикулари, гулы, турушка, кулимены, мамлюки и другие. Их исторической родиной была Великая Степь, где существовали древние династии, для которых война стала профессией. Одной из таких династий был род Буржигин у монголов. Темучин продолжил традицию предков, воспитывая своих сыновей в духе воинской доблести. К тому времени у него уже родилось 4 сына от Бурте-Хатун. Старшим из них был Джучи, вторым – Чагатай, третьим – Угедей и четвертым – Толе. Все они с раннего возраста принимали участие в походах отца, перенимая опыт и навыки ратного ремесла, а потом сами возглавляли армии, покоряя племена и народы. Их завоевания считались законной добычей, то есть они переходили по наследству от отца к сыну или близким родственникам. Поэтому следует обратить внимание на завоевание Джучи, сыном которого был основатель Золотой Орды хан Бату.